Сегодня депутаты Госсовета Коми поддержали закон о миллиарде, инициированный главой Республики Коми Сергеем Гапликовым. Напомню, закон этот направлен на поддержку семей с детьми. На его реализацию по поручению губернатора был запланирован беспрецедентный объем средств. Из бюджета региона будет дополнительно выделено более миллиарда рублей. О том, кто может рассчитывать на дополнительную поддержку из регионального бюджета, расскажет Северин Арпа. Итак, что же представляет собой теперь уже нормативный акт, инициированный главой Коми, направленный в первую очередь на поддержку семей с детьми? Его финансовая составляющая более 1 миллиарда рублей ежегодно. Впервые вводится региональный семейный капитал при рождении первого ребенка – 150 тысяч рублей. При этом государство не снимает с себя обязательств по выплатам при рождении и второго, и третьего ребенка в семье. Федеральный материнский и региональный семейный продолжают предоставляться. Еще одна новая мера поддержки, которая вводится законом на миллиард – пособие в 1000 рублей всем беременным женщинам. Среди других значимых мер социальной поддержки – уменьшение критерия нуждаемости для компенсации за детский сад. В Коми она предоставлялась семьям, чей доход ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума. Сейчас верхняя планка – 2,5 прожиточных минимума. Предполагается, что компенсацию получат 53 тысячи семей, в 3 раза больше нынешнего. Кроме того, увеличится и республиканское пособие на ребенка, пособие на проезд школьников и студентов из многодетных семей, пособие на покупку продуктов питания малоимущим кормящим матерям. С 4920 рублей до 6500 вырастет материальная помощь малоимущим семьям на покупку одежды и обуви несовершеннолетним детям. Помимо этого, новым законом по ряду мер поддержки расширены категории получателей. Значит, еще больше жителей республики смогут получить финансовую помощь от государства. В полную силу демографический закон вступит с 1 января 2020 года. Однако действие некоторых норм запущено уже с 1 сентября 2019. Сегодняшнее решение не просто шаг вперед, а прорыв в деле поддержки семей с детьми. Поддержки не на словах, а на деле. В нашей студии председатель Государственного совета Республики Коми Надежда Дорофеева и министр труда, занятости и социальной защиты Коми Илья Семяшкин. Уважаемые гости, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Вот мой коллега сейчас вкратце рассказал, как будет работать этот закон, но мы с вами, разумеется, начнем сначала. Надежда Борисовна, в частности, с того, как началась проработка законопроекта в Госсовете, да, и была создана рабочая группа, мы знаем, под вашим руководством. Какие задачи были поставлены перед ней? Главной задачей было разработать закон, который бы оказал существенную поддержку семьям с детьми, семьям, которые действительно в этом нуждаются, повысил показатели рождаемости. Сегодня мы говорим и подразумеваем это и многодетные семьи, и молодые семьи, и семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации. И поэтому закон должен был носить комплексный характер, учесть все аспекты социальной поддержки и, конечно же, категории семей, которые в этом прежде всего нуждаются. Именно для этого при Государственном совете Республики Коми была создана рабочая группа, которая поставила целью как раз разработку этого законопроекта с учетом всех аспектов поддержки. В состав рабочей группы вошли депутаты Государственного совета, органы исполнительной власти, специалисты и, конечно же, представители общественных организаций, общественники. Мы в составе рабочей группы проанализировали эффективность существующих мер поддержки на данный момент. И, конечно же, посмотрели, каково финансовое состояние, насколько эти меры сегодня нуждаются в пополнении финансовыми средствами. И, конечно же, в результате нашей совместной деятельности с органами исполнительной власти, с правительством, мы закон подготовили, разработали закон, который сегодня предусматривает беспрецедентную поддержку нашим семьям, и цена вопроса определяется свыше миллиарда рублей, конкретно 1,3 миллиарда рублей. И, конечно же, эта поддержка из года в год будет, я думаю, увеличиваться. Хорошо, Илья Васильевич, ну вот мы уже несколько раз о беспрецедентности поговорили, да, действительно сумма более чем внушительная. Какой результат и от финансов, и от закона мы предполагаем?
Хотелось бы сказать, что действительно в общей атмосфере того, как принимался закон, была большая-большая проработка. Мы все лето работали рука об руку с депутатами. И я вот, работая с 2010 года, практически все сессии мы вносим какие-то изменения. Но впервые я увидел, что действительно присутствующие все и депутаты, они под аплодисменты приняли момент, когда закон был уже принят, когда было объявлено Надеждой Борисовной о том, что закон принят. Тут прям были аплодисменты, такое было у меня впервые. То есть это показывает общий настрой людей, что действительно это, насколько это важно и интересно. Но это закон, который касается всех абсолютно. Да, конечно, и такие законы очень приятно принимать, и они действительно, можно сказать, судьбоносные. Не только судьбоносное такое слово мне в этом плане нравится. И действительно мы направляем именно и на тех, кто уже получал помощь, но она была достаточно небольшая, но и вводим совершенно новые меры. Это выплата за первого ребенка, 150 тысяч рублей. В свое время мы когда-то мечтали, чтобы хотя бы 25 тысяч давать. Был такой форум социальных работников, где было первое предложение, Сергей Анатольевич сказал: Сергей Анатольевич, давайте хотя бы 25 тысяч выделять. А тут действительно республика добилась финансовых результатов, которые позволили 150 тысяч выделить. От этой меры мы ожидаем, что у нас процентов на 8 ежегодно будет повышаться рождаемость первых детей. Мы понимаем, что кто-то откладывал свое рождение, кто-то рождение первого ребенка, кто-то это делает из-за того, что действительно, даже может негде жить, негде взять деньги на выплату первоначального взноса на приобретение своего первого жилья. Это действительно возможность, эта выплата дает возможность сделать взнос, и приобрести первую квартиру. Понятно, что важно, чтобы работа была, но вот действительно такая поддержка государственная в этом плане впервые появляется. Да, и сумма действительно внушительная, причем внушительная даже по федеральным меркам. Вот как оценивает эту инициативу сенатор Валерий Марков. Вы знаете, этот законопроект стал резонансом не только в нашей республике, но, в принципе, он попал в поле зрения федеральных СМИ и аналитиков, потому что вот буквально недавно, один из последних номеров газеты «Аргументы и факты», АИФ, там броский заголовок: «Ипотеку лучше получать в Башкирии, а рожать в Коми». Это к вопросу как раз о том, что дает наш законопроект, который только что стал законом. Еще мы знаем, что до вынесения закона на сессию проводились общественные слушания. Насколько активным было вот это обсуждение до? Да, формат общественных слушаний был настолько обширным. В обсуждении приняли участие члены Общественной палаты Республики Коми, представители Ассоциации многодетных семей, Общественной организации приемных семей, Совет отцов, Союз женщин Республики Коми, Общественная приемная главы со всеми филиалами по всей республике. То есть это было всенародное обсуждение, и, конечно, основная площадка — это общественники. Да, и вот мы, кстати, сегодня пообщались с представителем Совета отцов, и вот как в организации оценивают принятие этого закона. Вообще любая форма поддержки семьи и детства важна, особенно на региональном уровне. Потому что мы понимаем, что федеральная поддержка, она идет универсальная на все регионы, но у каждого региона свои проблемы, у каждого региона свои потребности. И поэтому именно региональные поддержки более четко помогают, они более эффективны и более успешны с точки зрения результатов. Как показывает практика, первый ребенок самый тяжелый. Всегда тяжелее решиться на первого ребенка. И эта поддержка, которая именно рассчитана на первого ребенка, она очень большое подспорье и финансовое, и психологическое для молодых людей, кто решается на этот шаг. Поэтому я считаю, что если проект будет грамотно реализован, не сойдет там до бюрократии, еще чего-то, и заработает на полную силу, то это будет очень хорошее подспорье и реально даст толчок, как в свое время дал материнский капитал, толчок для повышения рождаемости. Ну и как абсолютно верно отметил наш собеседник, одна из значимых мер соцподдержки, которая вошла в закон о миллиарде, это региональный семейный капитал при рождении именно первенца. На это обратили особое внимание депутаты Госсовета Коми. Выделяется в соответствии с законом 150 тысяч при рождении первого ребенка. Это очень значимая, я считаю, цифра и сумма.
И это беспрецедентная, по сути дела, сумма, которая действительно будет способствовать тому, что люди будут рожать и чаще будут рожать. Это раз. Могут приобрести какое-то, так сказать, сразу и детские принадлежности, и в квартиру что-то купить и так далее. Вот эта норма, одна из норм вот этого закона, она в этом деле сыграет большую и важную роль. Ну и теперь от вас, Илья Васильевич, мы хотим услышать, какой конкретный эффект мы ждем от введения регионального семейного капитала именно на первенца? Я немножко повторюсь. Действительно, когда был введен региональный семейный капитал за третьего ребенка, мы увидели всплеск рождаемости третьих детей. Сейчас мы ждем повышения рождаемости, вот я, как я уже говорил, на 8%, скромным по нашим подсчетам, именно первых рождений. Плюс мы ожидаем, что благополучие в семье увеличится, что немаловажно, потому что действительно, когда есть свой уголок, есть свое жилье, это очень важно для сохранения семьи, для ее развития. Ну и тогда более подробно. На что можно потратить средства, которые выделяются при рождении первенца? Конкретно. По опыту работы с региональным капиталом за третьего ребенка мы говорим, что 70-80% тратит именно на улучшение жилищных условий. Я думаю, что здесь будет получаться так, или даже может быть больше. Вот мы уже миллиард средств именно на третьего ребенка, да, в Республике Коми предоставили семьям. Здесь в данном законе в первый год будет 300 миллионов рублей именно на это направление. Второе направление, это, конечно же, покрытие своих коммунальных расходов. Если действительно семья уже какое-то время живут друг с другом, у них уже есть жилье, но откладывали, может быть, по другим причинам, они могут, имея квартиру, оплачивая свои коммунальные услуги, у них освобождаются их деньги там в размере 25 тысяч рублей ежегодно, и они уже действительно могут приобретать себе что-то в свое жилье, в квартиру или приобретать что-то для своего ребенка. То есть вот эти основные направления, которые, я думаю, будут самые востребованные и где-то 95% покрывать. Остальные выплаты, они такие же, как за третьего ребенка, и очень схожи с теми, которые предоставляет Российская Федерация при рождении за второго ребенка. То есть они все просчитаны, все есть, они, в принципе, известны. Но по позициям я помню, что эти деньги также можно потратить на платное образование и платную медицину. Да, мы, конечно же, понимаем, что кто-то действительно хочет, чтобы ребенок получал дополнительное образование. Мы не говорим там, ну, и действительно на оплату кто-то садика будет тратить еще для каких-то нужд. Это тоже можно будет на это тратить. Но я думаю, что это не самое будет важное направление. Дай бог, чтобы все были здоровы, да, и образование наше развивалось. Ну, о том, что эта функция и эта возможность есть, да, тоже нужно говорить. Надежда Борисовна, мы уже поговорили о том, что обсуждение этого закона было весьма и весьма активным. Расскажите, пожалуйста, какие предложения, которые изначально не были включены в законопроект, были внесены в результате этого обсуждения? Все поступившие предложения максимально были учтены и предельно проанализированы. Большая часть их вошла, конечно, в основную редакцию закона. Но, к примеру, можно привести такие моменты, как материальная помощь на приобретение одежды и обуви. Теперь будут получать дети, которые не обязательно посещают дошкольное учреждение или образовательное учреждение, как это было сегодня. Ведь в силу объективных причин не все сегодня дети посещают образовательные учреждения, дошкольное учреждение, и есть и школьное образование. И еще один момент, на который я хотела остановиться, это пособие, то есть выплата на покупку продуктов питания беременным женщинам, кормящим матерям. Это, на мой взгляд, очень такая серьезная поддержка, и, конечно, которая тоже будет способствовать поддержке и укреплению нашей семьи и материнства, развитию материнства. Это, безусловно, очень важно. Прямо сейчас мы прервемся на очень короткую рекламу. Оставайтесь с нами. Если вы только что к нам присоединились, то вы смотрите «Детали актуальные», которые сегодня посвящены очень важному событию. Сегодня был принят закон о миллиарде, он так называется, и все деньги, которые будут выделяться на финансирование, реализацию этого закона будут направлены на поддержку детей, вернее, семей с детьми. У нас в гостях люди, которые непосредственно
сначала приняли этот закон, затем будут его исполнять. Но прямо сейчас я хочу общаться с человеком, который с общественной стороны, но тем не менее очень профессиональный, расскажет нам о результатах, которые мы можем ожидать. С нами на связи директор Института социальных технологий СГУ имени Петерима Сорокина Ирина Анатольевна Козырева. Ирина Анатольевна, здравствуйте. Добрый вечер, Илья, добрый вечер, уважаемые гости студии, телезрители. Слушаю вас. Вот расскажите вы нам теперь, насколько, по вашему мнению, важна именно такая региональная форма поддержки? Я очень рада принятию этого закона. Этот закон действительно своевременный, очень нужный. И когда мы хотим решать проблемы, безусловно, он востребован временем, он востребован обществом. И самое главное, что он отвечает запросам людей. Потому что ведь все исследования показывают, что разница между идеальным, желаемым числом детей и реальным числом детей в семьях вообще-то очень большой. И я думаю, что вот этот закон как раз направлен на преодоление разницы желаний, потребностей людей, запросов людей и их возможностями. Особенно меня порадовало, безусловно, это новаторская идея, которая у нас в республике, это введение регионального семейного капитала при рождении первого ребенка. Причем без критериев нуждаемости, на чем я бы особо хотела обратить внимание. Это совершенно уникальная вещь, замечательная вещь. И давно нам необходимо было поддерживать, но, видимо, возможности не было. Теперь возможность есть поддержать эти молодые семьи, которые хотят иметь первого ребенка. Ирина Анатольевна, вы, наверное, лучше меня помните, когда был у нас предыдущий бэби-бум. Когда примерно? Вот я боюсь соврать. Бэби-бум был, конечно же, когда мы приняли, закон о введении материнского капитала на второго и на третьего ребенка. Вот это. Мы можем сейчас ожидать подобного эффекта? Вы знаете, эффект будет. Эффект будет, только я бы не стала его ожидать буквально в течение года. Это должно войти в общественное сознание, понимание того, что государство принимает активное участие в содержании, воспитании детей, что родители не остаются один на один с проблемами, которые есть. Все проблемы сегодня решаемые. В этом законе прежде всего заложены все базовые условия функционирования семьи. Но, Илья, сразу бы еще хотела здесь позволить себе заметить, что нам не упустить по поводу того, что мы все, безусловно, рады принятию этого закона, упустить такие моменты, как подводные камни будут. Они есть уже изначально заложены. То есть социальные риски, с которыми мы встретились буквально уже и при введении материнского капитала. Прежде всего, необходимо, сегодня исследования отмечают такую тенденцию, как смещение мотивации, когда у нас ребенок рождается не как самоценность, не как цель вообще рождения самого ребенка, а мотивация смещается на то, что ребенок иногда он становится средством для получения каких-то иных льгот. Этот подводный камень есть, его надо учесть. Второй подводный камень – это все-таки иждивенческие проблемы, иждивенческие настроения. Необходимо понимать, что главная все-таки задача – эта семья должна быть социально, субъектно самостоятельной. Она в первую очередь несет ответственность. И выражать огромную благодарность за то, что государство оказывает такую, я прямо не побоюсь этого слова, мощную поддержку экономическую, да не только экономическую поддержку семье.
То есть нам вот эти вот подводные камни, если мы их знаем, нам нужно чего? На это обратить внимание, и, в общем-то, эта система превенции И должна вносить коррективы, быть. которые закон же это живой организм, в конце концов. Я думаю, что это не в закон нужно вносить коррективы, закон замечательный в этом плане, а это нужно, необходимо четко формировать общественное мнение, в том числе и средствами массовой информации. Вот это как раз наша задача, Ирина Анатольевна. Спасибо большое вам за профессиональное мнение. Еще одна новая мера поддержки, которую несет в себе закон, это пособие беременным женщинам в 1000 рублей. Поясните, пожалуйста, все ли беременные будут получать эти деньги, и если не все, то на каком сроке? Все будут получать. Это действительно новшество нашего закона. Мы знаем, что в целом наша страна движется к целям устойчивого развития, да, которые провозглашены ООН, поддержаны нашей страной. И одна из этих целей – это родить здорового ребенка, дать возможность. Понятно, что те средства, которые мы даем, они подстегивают женщин для того, чтобы они действительно обратили внимание, что надо заниматься… у нас мы на севере живем, да, то есть не всегда хватает витаминов, не всегда хватает действительно качественного питания. Может быть, это и небольшая поддержка, но мы делаем ее для всех. Это достаточно весомый вклад в то, чтобы действительно женщины могли себе позволить или витамины какие-то, которые пропишет врач, или, значит, приобрести лишний раз фрукты и овощи. То есть, действительно, эта поддержка, она впервые вводится, такого никогда у нас в Республике Коми не было, да и во многих регионах такого действительно нет. Хорошо, мы очень много времени, но не зря, разумеется, уделили изменениям, которые коснутся семей, в которых появится первенец. Что касается семей, в которых уже есть дети, и в том числе и многодетных семей, что в законе есть для них? Во-первых, мы кратно увеличили пособие для семей, которые находятся в сложной финансовой ситуации, те, которые являются малоимущими. Мы в среднем в 2 раза, по некоторым категориям в 3 раза увеличили размер пособия для этих семей. И есть такое понятие экономическая глубина бедности, которую нам специалисты измерили. Она где-то 3700 рублей составляет. Наше пособие, которое 2000 рублей, только этим действием на человека 2000 рублей, да, на ребенка, мы сократили в 2 раза одним этим действием, сегодняшним законом, уменьшили эту бедность семьи. Это первое направление. То есть для всех, у кого низкие доходы. В основном эти семьи живут, конечно же, в селах, где недостаточно работы. Очень много именно Усть-Куломский, Ижемский район, чуть до половины детей, которые получают у нас пособие. Не по своей воле, так сложилась экономика. И второе направление, очень важное, для многодетных семей увеличили пособие на проезд. Причем увеличили его выше, чем стоимость социального проездного билета. Это говорит о чем? Что мы даем возможность семьям отправлять своего ребенка не только в школу, да, по социальному проездному билету, иногда там они другим образом доезжают на желтых автобусах в селах, но и даем возможность на эти деньги выезжать на соревнования, как было сегодня сказано, ездить на секции, на кружки. То есть это такая поддержка для семей, которая позволит детям развиваться. Угу. Мы знаем, что в целом начало закона запланировано на 2020 год, на начало 2020 года, но кроме того, мы также знаем, что некоторые меры вступили уже 1 сентября. Что это за меры поддержки? Мне ответить. Я скажу, Давайте. что действительно 2 таких важные, существенные меры. Первое – это связанное с покупкой одежды и обуви. Это Надежда Борисовна сказала. Это действительно важно. У нас мы установили при этом кратность. Это постановлением устанавливается кратность. То есть семьи, где много детей, чаще могут получать эту выплату. И увеличили до 6500 4 выплату за приобретение одежды и обуви для детей. Сделали так, чтобы если дети даже не организованно не ходят в садик по какой-то причине, все равно родители могли обратиться за этой выплатой, все равно дети куда-то ходят, нужна одежда и обувь в семьях малоимущих. И второе важное изменение, которое мы поддерживаем, и оно было предложено и включено Министерством образования в наш закон, это изменение критериев нуждаемости и увеличение размера с 20 до 30% для семей, которые получают компенсацию за детский сад. За первого ребенка до 30% увеличили, треть теперь компенсируется. И критерий стал с 1,5% до 2,5%. В целом Россия 2 применяет прожиточных минимума. Понятно, мы живем на севере, поэтому мы приветствуем, что Министерство образования предложило 2,5%. И депутаты поддержали критерий 2,5% прожиточных минимумов. То есть действительно расширится количество получателей компенсации за детский сад. Ирина Анатольевна Козырева очень верно подметила, что возможны подводные камни.
В этом законе, как в любом законе, как в принципе во всем, что создано человеком, да, ничто не может быть из этого идеальным. Возможны ли корректировки этого закона и планируются ли они? Да, конечно. Закон – это ведь живой организм. И разработка, принятие закона – это первый этап. А дальше следующим этапом будет реализация этого закона, конечно же, контроль, мониторинг. И очень важно, чтобы семьи, которые будут получать эту поддержку, чтобы эта поддержка была оказана в срок и, конечно же, в соответствии с требованиями и без перебоев. Поэтому депутаты Государственного совета, конечно же, на своих округах, на своих территориях будут смотреть, как реализуется закон, будут мониторить, значит, качество предоставления этих мер социальной поддержки. Подключится к этой работе и общественный совет при Государственном совете Республики Коми. И в случае необходимости в ходе мониторинга уже тогда станет понятно, будут внесены поправки и коррективы и степень их целесообразности. А если граждане почувствуют, что какие-то изменения должны быть уже внесены, куда им нужно обратиться? Но, разумеется, что наши граждане, жители нашей республики, конечно, им не нужно садиться и законодательно оформлять эту инициативу. Достаточно обратиться к депутату, достаточно прийти на личный прием, письменно изложить свое предложение, свое видение той или иной поддержки, формы поддержки, и через онлайн-приемную в Государственном совете Республики Коми. То есть абсолютно любыми современными способами сегодня можно это сделать и со своими предложениями обратиться. Государственный совет открыт, и депутаты всегда выслушают, и будет принято уже решение. Хорошо, я вас понял. Мне говорят, что времени у нас, к сожалению, уже не осталось. Спасибо большое, что нашли его для нас. Закон принят, переоценить его важность невозможно. Теперь нужно сделать его реализацию полноценной. И, как мы услышали, сегодня ресурсы все для этого у нас есть. Спасибо за внимание. Оставайтесь на Юргане.